начинаем свои рассказы в отделе этнологии. У нас в экспозициях очень интересные артефакты, но сегодня впервые в таком объеме достаем из архивов амулеты. Амулеты, талисманы, обереги. Вот они, которые здесь у меня на столе лежат. Они хранятся у нас очень давно. Эти сборы материала 70-х годов. Но в экспозиции они не выставлены, но сегодня вот на широкую публику мы выставляем. Очень интересно обереги. Вообще абхазы относились к оберегам, к талисманам, к амулетам. Было очень серьезное отношение. В XIX веке в основном это мы видим. Вообще в древности, с древних времен эти амулеты имели, конечно, особое значение. Они придавали такую магическую силу. Когда говорим об оберегах и амулетах, и вообще разновидности, это является защитой определенных людей, которые, в общем-то, носят эти амулеты и все разновидности. Амулет – это предмет, предназначенный для защиты. Амулеты носят на теле, часто как украшение, или на одежде, помещают в транспорт или в жилище, либо вешают вокруг скота. Они могут быть изготовлены из множества материалов, благодаря которым носитель должен быть пассивно защищен. В древние времена еще в основном были такие и пользовались зубы животных, зубами животных, шерсть животных, также растения, которые обладали магическими силами. Но магическую силу предметов придавали заговоры. Вот эти заговоры, которые, в общем-то, заговариваемые предметы уже являлись магическими, и поэтому их хранили в определенных мешочках или же треугольниках в софьяновые, в основном прятали в софьян. Но передо мной очень интересные из амулетов хочу показать природные, именно которые пользовались. Вот один из таких амулетов, камень с отверстием, тоже один из таких элементов, которые мы видим. Такие элементы подвешивали к люльке младенцу. А она остерегала его от злых взглядов, от нечисти. Вообще очень человек, малыш рожденный, он очень уязвим. И поэтому все нечисти охотились за душой ребенка. И поэтому всячески его оберегали разными амулетами, разными талисманами, которые, в общем, можно здесь увидеть вообще, если разделить эти амулеты на разные, можно так сказать, для взрослых определенная есть защита, есть детские амулеты, защита именно ребенку. И, конечно же, большое внимание оказывали для животных. Тоже животные тоже защищали такими же амулетами. Но в основном здесь мы видим также подвешивали очень интересные использованные растения, зерна определенных растений. Вот как раз мы видим здесь так называемые слезы Марии, так в народе называют, а абхазы называют его ачыда-какач. Тоже один из таких. Делали браслет и тоже подвешивали к люльке. Ну, еще о детских амулетах я уже начала говорить. Здесь передо мной еще веник. Очень интересный, тоже один из таких оберегов. Малыша не оставляли ни в коем случае одного в комнате, и поэтому старались оберегать его. И такие плетеные веники клали под люльку. Тоже его оберегало от нечисти, потому что все-таки он уязвим, и поэтому такие амулеты делали. Плетеные амулеты очень часто встречаются на территории Абхазии, не только у нас, но и в других народах. Плетение фактически останавливает, то есть его, по-абхазски если сказать, дащахот, то есть его останавливает эти плетения, не достигает до определенной цели. В общем, его останавливают именно плетение. Ну и уже говоря, тут еще природный чеснок, это все знают, тоже является оберегом, который кладут под подушку ребенка. Ну такие очень много элементов, именно оберегов детские встречается. Также хочу показать, я уже начала говорить о треугольниках тоже. Здесь один из таких элементов, тоже очень интересно.
треугольник, это вот софьян, кожа, значит. Здесь внутри нету записи, здесь именно идет элементы природные, в общем, это может быть шипы какого-то растения. Обычно пользовались шипами дикой яблони и дикой груши. Может быть, здесь вот я вот щупаю, как раз вижу, что там твердое. Иногда кладут сюда уголь черный, тоже является. Вообще 3 предмета, когда 3 предмета зашиваются заговорами, и вот эти 3 предмета, которые оказывают магическую силу для защиты ребенка. Здесь еще очень интересно, мы видим ракушку с дырочкой, тоже один из элементов. Если хорошо посмотреть, здесь мы видим вычерченный другим цветом глаз, тоже от сглаза, вот тоже один из элементов. Еще 2 монеты, вот сейчас я покажу, 2 монеты, один копеечная, другой рублевая. Тоже. Но это все является защитой. Ну, треугольник в основном вешается, вот если посмотреть, тут всего по 3 сантиметра, и самая высокая точка вот берется и подшивается любой шнурком. Иногда делали софьяновые шнурки, иногда даже вязали специально заговором и вешали на шею. Иногда нательные, вот именно амулеты, прятали под одеждой. Тоже вот один из таких элементов, который у нас сохранено здесь в музее. Самое интересное еще вот хотела показать, как оберегают скот. Тоже вот на шею значит, скотину, значит, вешают тоже такие треугольные амулеты. Но встречается уже в софьяновых, тоже вот именно закладывают именно вот с кожи треугольники. И уже позже, 70-е, 80-е годы, встречается красного цвета из ткани, но тоже треугольником. Тоже несколько даже делали амулетов, чтобы его защищать. То есть, но особенно внимание было как бы оберегать лошадей от сглаза, тоже очень интересно. Тоже. И сегодня, кстати, сохранено вот эти амулеты. Можно увидеть, на лошадях можно увидеть, в деревнях даже у телят можно увидеть вот такие обереги. Ну, самое интересное еще существует оберег, когда скотина не приходит домой, то есть его нужно как бы защитить, чтобы, значит, от волков, от хищников. И делали такой обряд, значит, обычно не называют магические названия предметов, ножницы, обыкновенные ножницы, закрывают его и завязывают нитками и оставляют его в коровнике или же в скотном дворе до возвращения скотины. Но это что означает? Если фактически имитация происходит, значит, заговор, имитация закрывания челюсти хищника. Вот. А когда уже животное возвращается обратно, они раскрывают и в открытом виде так подвешивают. Ну вот это вот имитация именно челюсти хищника, так можно назвать. Ну вот такие вот интересные амулеты, которые, в общем-то, можно и знают наши наверняка зрители, что вот есть такие амулеты. Но самое интересное с появлением уже, ну это можно считать более естественными, там, более легкими, как бы можно сказать, потому что это природные все вот предметы. В экспозиции у нас висит очень интересный амулет, тоже из растения, называется алакумха. Как раз там вот такие алакумха ставили на пасеках обычно. Они бывают разной величины. Значит, там берется ствол растения, для вдевания круга делают место, то есть прорез. И вот этот круг является защитой. Не только круг, вот именно из чего делают, это колючка, обычно с шипами растения, которые делают круг или как плетение, как венок такого. И это есть вот именно защита этих пасеков, тоже растительного происхождения. Я думаю, что будет интересно нашим зрителям такие написаны уже молитвенники. Вот молитвы уже приходят, значит, написаны и на бумаге. Это когда приходит у нас христианство и мусульманство. Как раз мы видим эти амулеты тоже в виде треугольника, но сюда уже зашивают молитвенники.
И, в общем, это может быть и на молитвенники христианские, которые встречаются у нас, и молитвенники мусульманские, то есть из Корана. Выдержки из Корана тоже носят нательные вот эти амулеты. Самое интересное вот из этих талисманов, вот такие вот талисманы, ну, я тут вытащила, сейчас я покажу, значит, закладывают уже написаны арабскими, значит, молитвенники из Корана и прячут вот такие вот интересные футляры, и они являются оберегами дома, оберегами общего дома и общей семьи. То есть не одного человека здесь мы видим, вот именно семьи. И они обычно делают у входа дверей, то есть прячут. И самое интересное, вот их называют нуска, вот именно название. Вот я сейчас раскрою сейчас. Вот это ткань, но пропитанная воском. Ткань простая, пропитанная воском, но она является защитой именно этой бумаги. Сейчас я вот раскрою. Она в виде ленты, то есть вот такая лента. Так, сейчас. И тут вот мы видим молитва. Тут как раз это оберег одного человека, может быть семьи. Тут с рисунками. Это делается для дома, для защиты дома от дурного сглаза, от болезни, от всякой нечисти. И поэтому они очень тщательно прятали. То вот такой вот у нас есть амулет, который мы можем показать. Но из этой серии еще встречается очень интересная тоже во весь рост человека тоже делают такую ленту. Это на всю жизнь. Фактически он защищен навсегда от всего, от пули, от злых нечисти, от видимых и невидимых сил. И он постоянно, значит, носит. И амулет, ну вот именно ленточные, они в основном оберегают от всего. Но бывают случаи, когда он может потерять. Бывали такие случаи, по рассказам информаторов, иногда могут находить другие люди. Но чужой талисман, фактически он будет работать в обратную сторону, поэтому нельзя пользоваться чужими талисманами. Тоже вот один из таких вариантов, который существует. Но это вот часть коллекции, которая, в общем-то, общая, многие доступны, многие знают об этих амулетах. Но самое интересное из нашей коллекции – это артефакт, который, в общем, из плетеных, сделанный из горного сыра, амулет. У нас в единственном экземпляре, как раз после реставрации, наверняка мы его выставим. Этот амулет очень интересен тем, что, если посмотреть, вот часть, верхняя часть в виде треугольника с отверстиями. Эти отверстия, значит, крепляются другие части амулета. Вот здесь 5 треугольников, значит, большой треугольник и маленькие 5 треугольников, которые подвешиваются к большой вот именно треугольнику. Вообще треугольники, они являются защитой всегда. 3 число сакральное у абхазов, и, ну, это мироздание можно увидеть, это верхний слой, средний и нижний слой. Поэтому вот эти треугольники часто встречаются во всех обрядах и в оберегах тоже. Амулет интересен тем, что он является изготовлен из сыра, и очень плетение здесь интересное. То есть делаются разрезы очень тонкие в виде нитки, значит, чтобы удобно было плести вот такой интересный вид. Но сейчас вот одну часть покажу. Очень сложное плетение, но такие плетения мы часто встречаем. И очень интересно опускается вот с бахромой, фактически очень красивое вот это плетение. Но плетение тоже не просто так делают, они в основном делают с заговором, естественно, для защиты от кисломолочной продукции. В основном эти амулеты изготавливали мужчины, потому что мужчины в основном занимались скотоводством,
дойкой коров и вообще ухаживание вообще со скотиной. Да? В основном они занимались. Это мужское, вот именно традиционно мужское дело, так считается. Поэтому, приведя, уже спускаясь с гор, эти амулеты вешали в основном около, в комнате, где готовили или хранили кисломолочные продукты. Ну, вот такой вот интересный амулет, который, в общем, мы здесь видим. Такие, вот это насчет, я возвращаюсь к плетениям, вот такие плетения встречаются в рукоделии для украшения бурок каймой вокруг бурок. Дальше мы видим украшение башлыка, тоже вот именно часть украшения именно башлыков, а также в рукоделии в основном. И вообще, если посмотреть вот на это интересный амулет, он является как бы народное творчество, вообще искусство, можно назвать, настолько он изящный, очень интересно изготовлен. Амулет этот поступил в наш музей в 1977 году из Ачимчирского района, села Ктол. Передал нам Артем Джалагоня. Вот из этой семьи, которую мы получили, амулет, самый интересный артефакт, о котором я хотела вам рассказать.